вам приехали с визитом в гости, чтобы пообщаться с вами, услышать, чтобы вы нас услышали, чтобы мы вас послушали и тоже услышали, чтобы пришли к какому-то консенсусу, чтобы начали идти вперед. Немножко расскажу предысторию, как я стал членом нашей общественной организации. Уже, как сказали, наша общественная организация организовалась в 2014 году, в очень непростом году, когда произошли кардинальные изменения, то бишь мы были 20 с лишним лет в Украине, и вдруг за несколько дней мы стали россиянами. Думаю, что у многих наших соотечественников, у многих вообще проживающих в Крыму людей в этот момент возникла растерянность и непонимание многих вопросов, которые происходили на тот момент. Многие боялись, что начнутся какие-то репрессии. Многие боялись то, что будут происходить какие-то отрицательные действия по отношению к нашему народу. В принципе, эти мнения, наверное, сохранились до сих пор. Вот мы хотим, чтобы постепенно, не хотим так, чтобы все это произошло сразу. И мы приехали такие красивые, умные, и на завтра вы станете совершенно другими людьми и поменяете кардинально свою точку зрения. Нет. И вот тогда, в 2014 году, я тоже был в такой ситуации, как и многие. Был в растерянности, не понимал, что происходит, куда мы будем дальше идти и что будет. Но вот так Аллах сопоставил дела, мы повстречались с Титумир Ага. И он сказал, говорит: Руслан, а если не мы, то кто? Давайте мы займем место свое в диванных войсках. Не будем делать ничего. Будем просто пассивно наблюдать, как будет в дальнейшем развиваться ситуация. И не делать ничего. Что будет происходить? Да ничего. Просто нас выкинут за обочину политической, социальной жизни. Нас просто перестанут признавать как национальность. Вот эти слова мудрого человека сыграли, наверное, основную роль, то, что я вступил в ряды общественной организации Крым Бирлиги. Само название которой включает в себя такое огромное понятие, как Бирлик, единство. Чего на сегодняшний день очень, наверное, не хватает нашему народу. Потому что и так немногочисленный народ, всего там 350, 400 тысяч населения, и то всеми способами, которые есть на сегодняшний день, пытаются разобщить, чтобы не было какого-то взаимопонимания. Один такой, другой такой, ты за Украину, ты за Россию, ты Ногай, ты так, ты Ялубоевский, ты еще какой-то, ты Самарганский, ты Андижанский, боже ты мой. И что с нами будет? Как в сказке, который веник взяли и по кусочкам переломали. А большой кнут, сломить невозможно. Но я думаю, что вот в преддверии выборов президента, это будут первые на нашей истории крымской, выборы президента России, мы должны принять максимальное участие. Почему? Опять-таки же по логике. Сначала постараюсь объяснить и донести до вас, почему мы должны участвовать в выборах. У каждого свое мнение. Я думаю, то, что за эти годы вы, по крайней мере, попытались или смогли разобраться в российском истеблишменте, кто идет кандидатами в президенты. В этом году рекордное количество кандидатов в президенты Российской Федерации. Почему мы должны идти? Почему наш народ особенно должен принять участие в выборах? Ну вот представьте себе статистические данные, которые подаются после выборов. Выборов приняло там 60% участников.
от того или иного, вот Советский, Белогорский, Нижнегорский район, ну мы сегодня в Советском районе. 60% из них русских, 40% других национальностей, столько татаров 0,05. Вот на эти 0,05%, если мы так поступим, если мы будем игнорировать участие в выборах, к нам также и будут относиться на эти 0,5%. Ну, кого-то это устраивает. У нас у всех дети, у нас внуки. Мы сами хотим еще в жизни что-то добиваться, жить хорошо, сыто, строить дома, играть свадьбы, ездить на красивых машинах, иметь работу, участвовать в политической и социальной жизни Крыма. И, естественно, с этими 0,5%, ну, кто-то нам будет давать какие-то привилегии. А если будет ситуация выглядеть несколько наоборот, то, что в выборах приняло участие большое количество крымско-татарского населения, здесь будут и выдаваться такие же, соответственно, привилегии. Будут выделяться средства на обустройство поселков, на обустройство школ, на развитие инфраструктуры и всего остального. Но это первое, то, что я хотел сказать. И ваше личное дело, кто за какого кандидата будет участвовать. Теперь я скажу свое мнение по поводу кандидатов. Я, например, буду голосовать, и не скрывая это, за Владимира Владимировича Путина. Не потому, что я хочу быть ближе к власти, не потому, что я хочу быть там, где сильнее. Нет. Просто президент – это не царь, это не хан, это простой руководитель. Это человек, директор, менеджер, как сейчас говорят. И за 4 года пребывания в Российской Федерации, вот по своему опыту, я не говорю, не опираюсь ни на чей опыт, опираюсь лично на свой опыт, я увидел то, что это достаточно сильный руководитель. Сильный руководитель не только у себя в стране, но и сильный руководитель, который ведет очень грамотную и очень, скажем так, взвешенную международную политику. Если даже взять предыдущие годы, предыдущие периоды, вы посмотрите, вот даже после перестройки все люди, я смотрю, достаточно взрослые, чтобы помнить те времена, как относились к России. Я помню первые Олимпийские игры, так же как на этих Олимпийских играх наша сборная команда вышла под флагом международным олимпийским, белым. То есть страны нет. Эти ножки Буша, эти толкучки, это непонятное движение, люди, которые имели высшее образование, люди, которые работали. Вот здесь у вас такой богатый край. Сады, я смотрю, которые запущены, кошары, которые разваливаются. Там, как Рустем Ага говорил, был большой техникум, который был центральным, и получали в нем образование, сельхозхозяйственное образование, как раз таки ваши люди, которые были в советском районе, и, думаю, не только люди из советского района. То бишь, был достаточно такой мощный потенциал. Этот потенциал исчез. Теперь прошло время. Вы посмотрите, что произошло, какие произошли метаморфозы. С Россией считаются на международном уровне. С Россией не только считается, Россия имеет возможность диктовать на международном уровне свои условия. Это немало значит. Мы все грамотные люди и знаем то, что диктовать кому-то свои условия, не навязывать, а защищать, наверное, не диктовать, а защищать свои условия, надо иметь определенную силу.
И этот человек привел страну вот к тому, что мы сейчас имеем. Смотрите, строятся дороги, строятся детские сады, строятся, программы, о которых мы могли мечтать. Вот поэтому я в отношении нашего крымско-татарского народа, во-первых, принят был сразу же закон о реабилитации, который мы ждали долгие годы. Да, он муссировался, да, он то выдвигался на передний план, то опять начинали о нем забывать и превращался в какую-то спекуляцию. Та же мечеть, которая была объектом спекуляции многие годы, уже, думаю, в ближайшее время будет действовать. Школа 5 президентов, как говорят, стала школой одного президента, которая открылась, которая на сегодняшний день действует и которая носит имя нашей соотечественницы, героя Советского Союза Алиме Абдынановой. Вот поэтому я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина. Это мое мнение. Вы голосуйте за того кандидата, которого вы считаете достойным. Но самое главное, идите на выборы. Кончились те времена, которые мы должны где-то находиться в сторонке. Мы должны рассказывать о своем наболевшем, мы должны активно участвовать в жизни политической, социальной. Мы должны заявлять то, что мы есть. Нас нету, мы есть. И мы народ. Салам.